Тем временем эксперты проекта «Школа грамотного потребителя» в Коми ищут механизмы, как призвать к ответу крупные компании за некачественную поставку тепла и восстановление нарушенных прав граждан. С октября 2021 года в Воркутинское отделение партии «Единая Россия» стали поступать многочисленные жалобы на холод в квартирах, после чего были выявлены недочеты в работе источника теплоснабжения, которые сама теплоснабжающая организация отрицает. Причиной холодных батарей Т+ считает бездействие управляющих компаний. Зачастую отклонения незначительные от нормативов, но для жителей это не соблюдение договорных обязательств поставки услуг по отоплению. Абсолютно недопустимая ситуация, когда ресурсоснабжающая организация валит на сетевую компанию, сетевая компания на управляющие, и этот бесконечные споры абсолютно не учитывают интересы потребителей. Все крупные энергоснабжающие организации должны помнить одно. Они работают для того, чтобы обеспечивать жителей бесперебойными услугами. Очень радостно, что мэрия Воркуты оперативно отреагировала и на наши обращения, да, и на обращения граждан. Были организованы массовые проверки. Что удалось выяснить? Да? Как раз-таки то, что температурный график, я думаю, что нужно будет пересматривать. То, как организовано теплоснабжение Воркуты, действующий температурный график, который как раз-таки компания ПАО Т+ активно и продвигает, 120/70, недостаточно. Об этом говорят и специалисты Воркуты. Крупные холдинги и компании очень сложно призвать к ответу за некачественную поставку тепла. Штрафы минимальные, потому компании-поставщики чувствуют себя спокойно. Депутаты Государственной Думы «Единой России» вышли с инициативой ужесточения ответственности. В первом чтении законопроект принят.